Комрадском лицее имени Дмитрия Карачепана в рамках заседания районного методического объединения заместителей директоров по воспитательной части состоялось 3 внеклассных мероприятия, на одном из которых на тему «Зажги в своем сердце огонек доброты» побывали и наши корреспонденты. В ходе мероприятия учащиеся 7 А класса представили свои мини-проекты о добре. Разделившись на группы, ребята в жанрах музыки, танца, изобразительного искусства, литературы на конкретных примерах показали, откуда можно черпать силы для того, чтобы делать нашу жизнь добрее. Мы сегодня показывали все, что умеем. Показывали, кто сочинял, кто танцевал. Вот наша группа играла музыкальная. Мы показали то, что умеем. Кто-то сыграл молдавский, кто-то гагаузские песни. И мы так стараемся, чтобы показать всем людям, что добро является самым важным чувством на земле. Я прочитала книгу Жюль Верна «Таинственный остров». Мне она очень понравилась тем, что там очень много загадочных моментов. Там очень интересно описывал автор этот рассказ. Доброта, она получается, вот если делаешь добро, она тебе обратно возвращается. И когда делаешь добро, надо подумать, чтобы сделать так, чтобы человек обрадовался, и тебе тоже хотел бы сделать так же, взаимно ответить. Тема добра очень актуальна в наше время, отметила классный руководитель 7 А класса Елена Сусан. Выбрана тема добра ею целенаправленно, чтобы ученики ее класса оставались в жизни хорошими, чистыми, добрыми, подчеркнула госпожа Елена. Дело в том, что ребята сейчас в таком возрасте, когда они выбирают и путь жизни, и стиль жизни. И хотелось, чтобы они, мои детки, остались хорошими, чистыми, добрыми. Даже если будет множество препятствий, чтобы они имели в себе силу быть добрыми. Поэтому и выбрали эту тему. Мы неоднократно говорим на такие злободневные темы, и, конечно же, хочется, чтобы они были лучшими. Грандиозное мероприятие, классный час, который воодушевил и нас, гостей, и ребят на добрые поступки. Я сегодня побывала в море доброты, где я увидела способности талантливых детей, как в музыкальном творчестве, в изобразительном, в эстетическом. И хотелось бы, конечно, пожелать Елене Петровне и ее воспитанникам, конечно, быть такими же добродушными, сколько они сегодня об этом говорили, идти вот этой стезей добра и здоровьем, и, конечно, всего наилучшего. Быть добрыми душой и поступками и делами. Главный специалист Главного управления образования Людмила Жекова отметила, что во всех общеобразовательных учебных заведениях Гагаузии в настоящее время проводится цикл мероприятий на злободневные темы с целью воспитания подрастающем поколении качеств доброты и патриотизма. Наша задача все-таки построить так, чтобы общество наше, чтобы наши детки, чтобы наши ученики все-таки понимали, что есть и такие добрые качества. И добрые качества – это не значит только говорить о добре. Вот через те формы, которые сегодня показали, что и музыка, живопись, и литература, и жизнь наша окружающая, что есть очень много вокруг доброго. Те высказывания, цитаты, о чем они сегодня говорили, это должно быть для них запоминающееся, и вообще, чтобы они могли по жизни с этим идти. В жизни всегда есть место добру. С такими чувствами уходили после проведенного мероприятия участники этого классного часа. Ребятам удалось донести в своих выступлениях то, что добрые помыслы всегда побеждают зло. Только в реальной жизни к этому надо всегда стремиться. И подобные школьные мероприятия в этом очень помогают. И мы пожелаем всем нашим телезрителям добра, улыбок, море позитива. И вслед за участниками этого мероприятия хотим сказать: зажгите в своем сердце огонек доброты.